2 месяца назад стартовал проект «Уроки калмыцкого языка и основ буддизма», организованный администрацией Центрального Хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Разработка проекта началась с ноября прошлого года. Мы провели опрос среди пользователей социальных сетей, результаты которого показали, что появление подобного проекта необходимо для популяризации калмыцкого языка в республике. Для съемок промо-роликов мы привлекли наших артистов. К тому же с технической стороны нам помогли наши друзья – директор телеканала «Хамдан» Конгар Марилов и видеограф Максим Циденов. И мы очень благодарны им за оказанную помощь. Всего в свободный доступ на YouTube-канале медиахолдинга «Бумба» выложено 18 выпусков видеоверсий уроков калмыцкого языка. Проект был призван не только повлиять на ситуацию с изучением родного языка в республике, но и заложить основу для будущих инициатив, направленных на пропаганду калмыцкого языка и культуры. Этот проект, замечательный проект, который был инициирован нашими калмыцкими монахами, прежде всего это Санан Гелюнгом и группой также других людей, он будет очень полезным для нашей республики. Я думаю, что он имеет очень большое значение. Почему? Потому что вот сегодня в этом проекте участвуют молодые люди до 30 лет. И вот я непосредственно участвовал в собеседовании, и я увидел, что насколько высок уровень образования у этих молодых людей, и насколько также высока мотивация, мысли, с которыми ребята пришли на сегодняшние курсы. Для меня, как для молодой мамы, очень важно передать знания о культуре родного языка, изучение родного языка. И поэтому я благодарна администрации Хурула, что они организовали такие курсы, и я получила эти знания. Когда я пришла сюда, я очень хотела выучить родной язык. Сейчас, пройдя 2-месячные курсы, я смогу хотя бы, не сказать, что в совершенстве, но я уже знаю азы родного языка. И это очень важно. И было бы замечательно, если эти курсы проводились ежегодно. Я до курсов вообще не мог говорить. То есть я максимум, что мог сказать, сянхону, эйджи с утра, и все. То есть, хаджана, само собой. И я прихожу, эйджи, спрашиваю юкеджана, она такая радостная, мне отвечает. Вообще видно то, что она счастлива, что я с ней стараюсь говорить, не всегда понимаю, и она со мной теперь старается всегда на калмыцком говорить. Не всегда понимаю, но ей приятно, да и я сам тоже довольный. Я никогда не был религиозным, как в Москве хурулов нету, поэтому когда в Элисте бывал, ходил иногда, да, меня с собой эджи брали, говорили, надо сходить. Я особо не верил так, прям как в религию. Но эти курсы меня Санал и Санан Гелюнг, они ответили на все мои вопросы и тем самым меня убедили в том, что буддизм его нужно изучать, это очень, очень важно. Я сделал для себя такое наблюдение, что молодой человек в возрасте начиная где-то от 23-25 лет, именно с этого возраста начинает конкретно очень глубоко интересоваться своим родным языком. Если он раньше какие-то знания недополучал в силу своих каких-то других взглядов, может быть, да, связанных с молодостью, то именно с этого возраста он начинает глубже и сильнее интересоваться родным языком именно, в том числе и обычаями, традициями, потому что очень много вопросов именно в этом плане. А еще поверх того, этот сегодняшний наш опыт показал, что, оказывается, более плодотворно и более нужно, оказывается, смотреть шире, как наш Санан Гелюнг посмотрел и сделал именно такой проект, добавив сюда еще один предмет — основы буддизма. Я считаю, что это очень важная часть нашей работы получилась в этот раз. 26 и 27 марта в библиотеке Центрального Хурула состоялись экзамены по калмыцкому языку. Мы уже второй день принимаем экзамены. Многие ребята знают уже основу языка, знают, рассказывают, говорят о себе, рассказывают, свою биографию рассказывают, о родителях, о своей профессии, о своей учебе. Я думаю, что такие курсы надо регулярно проводить, каждый год, ибо с каждым годом они будут совершенствовать свой язык. Тем самым будем мы пропагандировать
и культуру родного языка. Мне хотелось бы отметить важность данного мероприятия. Наверное, заключается в том, что эти курсы проходят в Хуруле. И я думаю, вот такое событие, конечно, влияет на духовное возрождение калмыков и, в частности, молодого поколения. Я хотела бы отметить очень высокую организацию этих курсов. Сами курсы, как они проходили. И, пользуясь случаем, я хотела бы высказать слова признательности нашему центральному хурулу Делатулку Римпаче и новому поколению духовных лиц, молодых, которые сейчас активно занимаются в хуруле организацией и таких курсов, и проводят большую работу для духовного возрождения молодого поколения калмыков. 1 апреля проходили экзамены по основам буддизма. Экзамен по буддизму мы проводим, по основам буддизма мы проводим в письменном виде. Мы составили 10 вопросов разной сложности, из которых на 5 обязательно нужно ответить. Один из этих вопросов обязательный для ответа. Все вопросы составлены по пройденной программе, по тому материалу, который мы изучили в течение курса. За правильный ответ максимальное количество баллов 20. То есть максимально за один ответ экзаменуемый может набрать 20 баллов. Естественно, чем полнее ответ, тем больше баллов человек получает. И суммарно получается максимальный балл за письменный экзамен 100 баллов. Мы искренне верим в то, что эти 2 месяца будут полезны не только для тех, кто посещал лекции и смотрел наши видеоролики. На протяжении всей работы над проектом мы получили множество положительных отзывов и слов поддержки от наших друзей за пределами Калмыкии и по всему миру. Это придавало нам силы и желание работать над видеоуроками калмыцкого языка. Смысл этого проекта для нас и всех, кто работал над ним, был в том, чтобы калмыки всех возрастов не забывали родной язык и вместе возрождали культуру Калмыкии. Мы выражаем огромную благодарность администрации Центрального Хурула, всей монашеской санхи и доценту Калмыцкого государственного университета, кандидату филологических наук Артаеву Сергею Николаевичу. Особо хотим поблагодарить земляков, которые не остались в стороне и полностью финансово поддержали проект видео и аудиоуроки калмыцкого языка. Это Джамбинов Басан Владимирович, Джамбинов Ачир Владимирович, Булхуков Дмитрий Владимирович, Ханташов Чингис Владимирович, Немгиров Чингис Викторович, Церенов Батыр Валерьевич, Эрднигоряев Церен Валерьевич, Авадаев Александр Владимирович и Лиджиев Анатолий Николаевич. Цуктан ырты ике гидик ханалтан өргженәудін. Кесін көділміштін оралан йоджи, келсін үктін үнта өлже, сансын санантын күтче, сәксін өлім бүтче, ондин дөрін сақты алтын жола әргүлже, мөріне чикінді нар ұрғаджи, Халмугин улсын неренді удулже, авы ежін әке ескінерін неренді удулже, менде әмылғы маңына тингір, олын дейіз ұртасы сұржанаудын.